Аплодисменты с надеждой на долгую и счастливую жизнь выпускали пернатых на Черное озеро во второй день лета. На радость детям и взрослым лебеди стали чуть ли не главной достопримечательностью Казани. Раскиданные перья и остатки корма. Судя по всему, нападение произошло именно на этом месте, всего в нескольких метрах от дома пернатых. За считанные секунды Адилия погибла, а Зигфрид получил травмы. Дом пустует, а на берегу вместо фотосессий и угощения птиц только купание казанцев. То ли это совпадение, то ли нет, но именно сегодня в парк многие пришли со своими питомцами. Дети в недоумении. Где благородные птицы? Родители рассказывают сказки. Если вы про лебедей, то давайте не будем. Они же заболели. Мы не знали. Честно, мы пришли сюда на них посмотреть, но вот вы сейчас рассказали эту историю. Не знаю, на душе даже кошка скребут. Смотрели по телевизору, что привезли таких красивых лебедей. Приехали здесь погулять, посмотреть. А вот нам сказали, что загрызли. Это, конечно, ужас. А ну, лебедь, собаки загрызли. Это ужас. Дружелюбные они не боялись людей, всегда подплывали к берегу и даже делали прогнозы на матче Мундиаля с участием сборной России. У них была личная охрана, но только 1 месяц. Здесь был усиленный патруль полиции, поэтому мы, учитывая, что в бюджете на содержание парков не заложены средства на охрану, мы были вынуждены снять эту охрану, потому что уже денег на это не было. Адилия погибла, а вот Зигфрида удалось спасти. Птица сейчас под наблюдением орнитолога. В данный момент лебедь находится на передержке в Центре реабилитации хищных птиц. Состояние Зигфрида удовлетворительное. Ранений у птиц не обнаружено. Есть шансы, что лебедь создаст пару с новой самкой. Но почему же черные лебеди стали легкой добычей бродячей собаки? Возможно, дело в недавно перенесенной болезни. В связи с болезнью лебедей они стали менее активными, стали более уязвимы для собак. Вернется ли Зигфрид на Черное озеро? Вопрос сейчас решается. Но один он точно не останется. Лебедю всего год, а потому у него еще есть время создать новую пару. Салават Ухмадуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.